Итак, сегодня с нами беседует жительница Парижа, приехавшая из Ингушетии Фатима Оздоева, и аналитик из Лондона Зайнаб Дост. Мой первый вопрос к Фатиме. Фатима, вот вы носите хиджаб, да, вот мусульманскую традиционную женскую одежду, и вы живете во Франции. Скажите, как к вам относятся к людям на улицах? На самом деле возросла нетерпимость к таким женщинам, как вы, со стороны других жителей Парижа? До сегодняшнего дня, в принципе, все было спокойно. Не могу ничем выразить, не знаю, свое недовольство. Я и многочисленные мои подруги, такие как я, носят хиджаб, которые услышали о принятии закона, мягко говоря, были шокированы. Мы полагали, что мы живем в демократическом государстве, но как выяснилось, что в 2016 году и 30 с чем-то лет я и многие другие женщины лишены права выбора одежды. То есть вас буквально заставили раздеться на пляже? Вот таким вот законом? Можно раздеваться, но ни в коем случае не одеваться. У меня теперь вопрос Зайнаб. Зайнаб, вот вы как аналитик, абсурдная ситуация, то есть женщину вынуждают раздеваться на пляже, то есть голым ходить можно, а вот закрытым нельзя. Это такая ситуация, когда французским властям кажется, нужно отстаивать светскость французского общества и государства, но они берутся за дело не с того конца. Да, это понятно, что с радикализмом нужно бороться, но женщины тут при чем? Дело в том, что именно этим они ущемляют право женщин на одежду и право женщин на демонстрирование своего вероисповедания, а это тоже закреплено французской конституцией. И дело в том, что здесь такая вот не очень-то правильная ситуация, то, что, борясь с радикализмом, такими методами, они, наоборот, еще дальше отдаляют и отчуждают мусульман, в частности, женщин. Фатима, вы согласны с этим? Абсолютно. Запрет на ношение буркини является серьезным нарушением свободы и прав женщин. Задаюсь вопросом, к чему в ближайшее время мы придем, что запретят нам? Халяльные рестораны, халяльную еду, или будут подходить полицейские на улице, срывать с нас хиджаб? Те запреты, которые перечислила Фатима, они в основном касаются женщин. А почему не принимается законов, как ты думаешь, которые касаются мужчин? Почему скажем, на ту же самую бороду или на какие-то признаки мусульманского вероисповедания накладываются запреты? Дело в том, что, мне кажется, здесь у французских властей, возможно, сложилось неправильное представление о хиджабе и о головном платке, как о символе унижения и притеснения женщин. Что не совсем корректно. Что они не могут понять, это то, что сами женщины зачастую сами же и одевают платок, и это их выбор. Фатима, а вот вы хиджаб стали носить по собственному желанию? Да, это был мой собственный выбор, и хиджаб я ношу достаточно недолго, года 3, как я его одела. В Европе растут антиисламские настроения, это факт. А если завтра какое-то популистское правительство придет и скажет, так, давайте запрещать полностью все головные уборы, снимайте все хиджабы, на улицу появляться не будете, вы что будете делать? Мы все об этом думали, говорили об этом. Домой уедем. Спасибо большое.